Программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саидовым. Добрый день! В прямом эфире уфимская радиостанция «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие», студия Азамат Саидов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. Минувшая неделя, как, впрочем, все последнее полугодие с момента смены руководства в регионе, была богата на события, разбавившие пресность нашего провинциального бытия. Невольно вспоминается Иосиф Виссарионович, запустивший в народ еще в 1935 году на первом всесоюзном совещании стахановцев бессмертную по оптимизму фразу, мол, жить стало лучше, жить стало веселей. Правда, Сталин затем добавил, а когда весело живется, работа спорится. Так вот, о связи веселья и обязательным за этим вроде как позитивом хотелось бы поразмышлять сегодня с гостем неглупым, богатым на язык, внимательным на глаз. Его хорошо мы знаем, журналист, писатель Игорь Савельев. Добрый день, Игорь. Здрасте. Вот я как тут вот подал-то. Со Сталина прямо начали? Да, со Сталина до Савельева. Это хорошая, скажем так, линейка. Не знаю. Хорошо, я почему вот такую преамбулу сделал? Вот я ведь не ошибаюсь, что жить в республике стало интереснее последние полгода. Вот взять, к примеру, события минувшей недели. Загибаю пальцы. И у нас появился свой башкирский Улюкаев. Так. По стражу взяли бывшего вице-премьера Гурьева. Второе. Привычно сонный парламент вдруг встрепенулся на спорах о парковках. Как бы эффектнее штрафануть автолюбителей. Далее. Новый всплеск маниловщины от чиновника Госкомтранса. Трамвай предлагает пустить уже над Уфой. Еще новаторство властей. В бой под партийными стягами мобилизуется башкирская молодежь. И вишенка на торте. Второе пришествие в республику еще опального вчера Раиля Сарбаева. Вот я ничего не пропустил? Ну, из таких крупных политических событий, наверное, нет. Политических ли? Там же ведь еще и были вот с намеком на экономику. Это которые события с намеком на экономику? Ну трамвай? Трамвай, да. Трамвай. Политика, по-моему, мало. Ну, это второе пришествие трамвая, по-моему, а не Сарбаева, потому что... Да, это не второе. Да, мы к этому еще придем. Хорошо. Я вот... Почему вот еще настоятельно пригласил в эфир нашего Игоря Савельева, потому что я, признаюсь, был немало удивлен, когда наткнулся в соцсетях вот на твой пост по поводу ареста бывшего вице-премьера башкирского правительства Евгения Гурьева. Вот Игорь Савельев, по моему мнению, традиционно шарахающийся от политики и криминала, вдруг озадачился судьбой чиновника, которого, кстати, задолго до судебного вердикта всевозможные аналитики и даже СМИ вписали в число отъявленных коррупционеров. Вот что стоит за всем этим, на твой взгляд, и почему ты вдруг уподобился своему великому предшественнику Льву Толстому, который возопил однажды своим манифестом «Не могу молчать»? Ну, я бы скорее сказал, что я уподобился другому великому предшественнику Чехову, который в связи с делом Дрейфуса, если не ошибаюсь, писал издателю Суворину о том, что когда человек уже посажен, сидит в тюрьме, не дело писателя кричать, что он виноват, а дело писателя говорить что-то в его оправдании. Ну, в данном случае у нас Гурьева пока еще и не посадили. Разве он не под арестом? Ну, под арестом, но это... Ну, да. Ну, в общем-то, почему? Потому что, понятно, что как бы я не очень давался в частности того, что связано с делом Гурьева, но в целом у меня ощущение, что Гурьев стал объектом мести за свои действия в качестве вице-премьера, действия по оптимизации ряда политически чувствительных отраслей, скажем так.
То есть, я так понимаю, что к персоне Гурьева ты относишься ровно? Без симпатии и антипатии? Ну, в принципе, он меня вызывал симпатию, конечно. Потому что ты в своем посте упомянул, что когда-то ты с ним даже сделал интервью. Да, я делал с ним интервью. И как вот на твой взгляд, это человек мог переродиться в коррупционера номер один? Я думаю, что нет, но опять же я как бы не настаиваю на его, скажем так, абсолютно невиновности, но тренд был такой, что это есть и был талантливый банкир, которого руководство республики пригласило руководить именно с экономикой с точки зрения ее оптимизации. И Гурьев разрабатывал ряд схем, которые, в общем-то, отвечали тем условиям, которым перед ним поставили по оптимизации каких-то с экономической точки зрения областей. По этому поводу были регулярно какие-то у него конфликты, скажем так, по поводу там оптимизация телевидения, кстати, он пытался заняться и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, на него точили зуб все время, наточили, и в итоге, я уж не знаю почему, но в итоге именно он оказался крайним, и он оказался за решеткой, хотя, в общем-то, как мне казалось, человек меньше всего похожий на то, что он набивал свой карман. Я почему начал наш разговор с Гурьева, я подобрал тут несколько цитат, таких известных у нас в регионе людей, которые в какой-то мере излагают свои версии. Первый — это Дмитрий Михайличенко, политолог. Вот он пишет: на мой взгляд, такие фигуры, как Гурьев или Филиппов, собственно, и были главными разрушителями хамитовской системы власти, потому что они больше работали на себя. Я допускаю, что они даже где-то манипулировали Хамитовым, и все это разрушило административную систему республики. Это мнение политолога Михайличенко. Журналист Рамиль Рахматов про Уфу. Мы понимаем, что господина Хамитова не даст сожрать сама вертикаль. Не думаю, что что-то грозит ей господину Марданову. Это бывший премьер-министр. Да и за Мардана, дальше продолжает Рахматов. Если честно, есть кому заступиться. Это, например, первые лица банковской системы страны. Поэтому, если говорить о высокопоставленных лицах, то Гурьев будет замыкать эту вершину. Рустем Ахмадинуров, возглавляющий региональный исполком «Единой России», тоже писал по этой же теме, но без упоминания имени Гурьева. Он как-то написал, что было 26 или 28 представителей прокуратуры, представлений прокуратуре на глав муниципальных образований по поводу различных нарушений, причем достаточно серьезных. У нас 5 глав сидит под домашним арестом, важно дожимать эти вопросы, нельзя их оставлять. Сейчас идет обновление глав муниципальных образований, люди должны почувствовать, что никто не уйдет от наказания. То есть одна и та же, скажем, тема идет. И вот еще фрагмент уже заключительный. Это уже по информации агентства «Федерал Пресс». Там пишут их эксперты, что арест Гурьева не был инициирован администрацией в Рио главы Башкортостана Радия Хабирова. Поэтому говорить о намерении нынешнего руководства республики начинать тактику чистки в рядах бывших высокопоставленных чиновников не приходится. Тем не менее, если коррупционные цепочки будут вести в местный Белый дом, возможно, последуют новые громкие отставки, задержания и, как следствие, репутационные потери для нынешней администрации республики. То есть сам арест Гурьева можем ли мы понимать как либо это главный коррупционер и точка, или наоборот, Гурьев — это начало очень больших разоблачительных эксцессов? Ну, я не очень понимаю, кого могут разоблачать в связи с Гурьевым, потому что если это не Марданов, то кто? Понятно. Еще. Ну вот, и все, собственно. Гурьев как раз был человек, который с властными кланами не был связан, то есть он, в общем-то, так, мне кажется, немножко искусственно был втянут в политику, будучи назначен с поста министра имущественных отношений на должность вице-премьера. То есть нам надо понимать, что это человек, который случайно попал под замес. Ну, он вообще случайно попал, как мне кажется, вообще в эту сферу, скажем так, руководства, как мне казалось, по его действиям, по тому, что он делал и говорил.
Вот, и в итоге он под замес как раз попал, может быть, не случайно, а потому что другие высокопоставленные лица, будучи как бы более инкорпорированы в политическую систему, они как-то увильнули от этого вовремя, а он не имел таких возможностей. Может быть, и такая ситуация. Ну хорошо, вот если не Марданов, то кто, ты спросил? Да. Взять Я просто Гурьева, не знаю, я просто взять не знаю. Гурьева, взять Марданова, это, ну, по сути, белые воротнички, интеллигенты, Это люди интеллектуалы. из банковской среды. Я почему назвал Марданова? Не потому, что я там на что-то намекаю, потому что, в общем-то, ну, все знают, что есть такая связка людей, которые пришли из банковской сферы, и, в общем-то, кто с ними пришел, я не очень понимаю, тем более из нынешнего политического руководства. Нет, вот уйдем немножко, скажем, в историю. Гурьев и телевидение. Я, например, слышал, я тогда работал как раз вот на телерадиокомпании «Холдинг», куда входит БСТ, и слышал вот такую откровенное, скажем, признание, что Гурьев требует, чтобы взамен отдали ему радио «Юлдаш». Ему это в каком качестве? Ну, тем людям, интересантам, кого он представляет. Ну, то есть вот уже это не философия белого воротничка или интеллектуала. а почему вы думаете, что это правда? Ну, собеседник был авторитетный. Ну, вы же понимаете, что стремлению Гурьева, скажем так, резко оптимизировать башкирское телевидение сопротивлялись достаточно авторитетные люди. То есть ты полагаешь, что это была оптимизация, а не... Насколько я знаю его планы, а не его планы выдергивание входило... лаковых кусков. Потому Нет, что радио конечно. «Юлдаш» — это рекламоемкий канал. Ну, скажем так, телевидение очень затратная сфера. И, насколько я знаю, планы вот этого вот той группы правительства, в которую входил, в частности, Гурьев, была ее радикальная оптимизация. Хорошо. Замнем для ясности. Или для неясности. Многоточие поставим. Ну, вот еще. Во времена Гурьева начались попытки перевода башкирских здравниц в категорию ООшек. А что, это предпрещено сейчас? Так ведь тогда началось. И тогда же ходило устойчивое мнение, что вся эта работа ведется под патронажем первой леди тогдашней. Ну, а если республика потеряет здравницы, вначале в ООО, а потом как кому-то, то, в принципе, это ведь кладезь, это же ведь похлеще нефтянки. ну Туда смотрите, вложены большие-большие миллиарды. Да, ну, насколько я помню, это была абсолютно публичная кампания, по поводу которой многократно выступал сам Хамитов, который говорил о себе как об инициаторе этого процесса, о том, что, в общем-то, здравницы в их нынешнем виде неэффективны, и о том, что, будучи акционерными обществами, они останутся в собственности республики, просто будут действовать по другой экономической модели. Хорошо, АО согласен. А при чем здесь ООшки уже? Следующая стадия. Ну, а какая разница? Ну, ООшка это... Ну, если она остается в собственности республики, то никакой разницы нет. То есть вот я обратил внимание на твою реплику. А что сегодня изменилось? То есть история может повториться? Нет, я не слышал Или о том, что... развиться дальше? Я не слышал о том, что процесс ликвидации ГУПов, частью которого была история с санаториями, он останавливался. Насколько я помню, есть нормативы по сокращению, и санатории давно были в этих списках, и они попали под это сокращение ГУПов, перевода в акционерное общество. Сейчас точно так же будут ликвидированы многие другие ГУПы. Есть федеральный норматив, сколько их должно остаться, есть республиканские нормы, и на эту тему все 5 лет кричали «давай, всех ГУПы закроем». В общем-то, и здесь Гурьев был скорее, кстати, мы с ним об этом беседовали тоже в интервью, он был скорее исполнителем, потому что, скажем так, нормативы шли с самого верха. Мне кажется, Игорь, все-таки ты продолжаешь оставаться в плену вот той беседой, милой, которая когда-то произошла между вами, и в какой-то момент Гурьев, видимо, обаял тебя. Нет, почему? Я, будучи журналистом РБК, я много раз писал про то, что связано с санаториями, и много раз беседовал с разными людьми, и, в общем-то, я с этим процессом знаком, у меня никогда не было впечатления, что это какая-то коррупционная история, тем более связанная с первой леди, я об этом слышу первый раз. Ну, ходил такой слух. Да, все, что связано с здравоохранением, всегда ходил слух, но я слышал про другие объекты, честно говоря, с санаториями, я вот почему-то мне как-то это слух обошел меня. Хорошо. Вторая тема.
Так. минувшей неделе автопарковки. И призыв властей ужесточить наказание за заезд на газоны и детские площадки. Вот согласен, за такое хамство нужно спрашивать жестко, кто бы спорил. Тут я без претензий. Это, считаю, проявление бескультуры и цинизма по отношению к общественности, когда большой джип или частный грузовой такси заезжает в дворе у себя на детскую площадку или на газон. Но что должно быть первично, к примеру, для Уфы? Создание нормальных парковок в городе, в деловой части, скажем, во дворах, возле тех же поликлиники и больниц. Ну, за примером далеко ходить не надо. РКБ имени Куватова, там постоянно бедных селян ту же эвакуатор увозят их машины. Потому что негде машину оставить, а они же привозят больного человека. Около детской поликлиники то же самое. Привез родитель своего чада на прием к врачу, а ставить машину негде. Так вот, что должно быть первично, к примеру, для Уфы, будем говорить так? Повышение штрафов или все-таки создание условий для парковки? Первично. Яйцо или курица? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что мы находимся в тупике той градостроительной политики, которая была, есть. И, в общем-то, если у нас построены такие дворы, я вот живу в панельной 9-этажке, где нет парковочных мест. То есть они как бы потом сделаны из газонов, потом они сделаны из этих рукавов для пожарных машин. Но, в общем-то, по идее, как бы их в плане района, микрорайона вообще нет. Поэтому, и, конечно, так вот, с правильной точки зрения надо ответить сначала. Должны быть созданы условия, но опять же, где взять площади, деньги про то, чтобы построить везде парковки. Насколько я помню, в бюджете этого насколько нет. гуманно тогда в этом случае махать вначале, так сказать, штрафной дубинкой? Ну, наверное, с той степенью категоричности и форсирования событий не очень гуманно. В принципе, как бы здесь не очень понятно, с какой стороны вообще подступиться, потому что, да, на газоне парковаться нельзя, парковаться больше негде, строить парковки не на что. Вот такой вот казус. И никакого очевидного решения его нет. Не, ну решение-то было. Вот, например, я знаю, например, о том, что предлагал в свое время, лет 5 назад, городу о создании цивилизованной сети автопарковок в городе на свободных площадях и во дворах микрорайонов, сделать квартальные такие под общим брендом парковки и при больших торговых павильонах. То есть эта работа не велась. И вот сегодня мы решили кардинально бороться с этим, гоняя автолюбителей. Я сразу оставляю за скобками тех хамов, которые заезжают на детские площадки, газоны. Да, с этим нужно бороться, и бороться чуть ли не с дубиной. Ну, вообще я бы начал с того, что эта история вообще не новая. То есть ее Хабиров подхватил знамя, выпавшее из рук Елалова, потому что Елалов каждую весну начинал эту же кампанию, только, естественно, обладая меньшими возможностями и менее воплощая, просто обычно все уходило в пар, но это тоже были заявления про газоны, про то, что недопустимо, и так далее и тому подобное. Единственное, что, естественно, мэрия была как бы повязана какими-то меньшими возможностями, поэтому это ни к чему не приводило. Ну вот мы сидим сегодня на календаре 8 число. Да. 9 апреля башкирский парламент примет во втором чтении этот закон, ужесточающий административное наказание. Заработает карательный механизм. Так. Но не останется ли забытым, опять же, необходимость... Нет, ну, конечно, парковки от этого не возникнут. То есть это очевидно. То есть, наверное, было бы разумнее сразу же оговаривать на высшем, на муниципальном, на уровне города Уфы, что да, ребята, начинаем штрафовать, но да, параллельно с этим начинаем думать и делать какие-то первые шаги по созданию парковочных мест во дворах, около больниц, около... На это нет бюджета. Они не могут так сказать. Для этого надо бюджет. Вот, поэтому это риторика, конечно, может быть любая, но понятно, что пока нет денег и какого-то, начинать тем более такую масштабную градостроительную историю, то, в общем-то, говорить не о чем. Ну, бюджет у нас есть на обустройство
золотого участка дороги в аэропорт, мы об этом, наверное, поговорим во второй половине, то туда находится... Я там уже потерял нить. Я уже потерял нить после пятого. Да. Поэтому давай мы лучше оставим вот эту тему о бюджете и наличии денег на вторую половину, тем более, что у нас сейчас приближается время ухода на федеральные новости, буквально 2-3 минуты, это для радиослушателей говорю. У меня в гостях сегодня писатель, журналист Игорь Савельев. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Мы вернемся и продолжим наш вот такой вот разговор о топах минувшей недели. В Москве 13 часов 30 минут на Эхе Новости. В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Кирилла Серебренникова, еще 2 фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации президента не имеет права реагировать на такой поворот событий. Напомним, Мосгорсуд сегодня изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину. Ранее они находились под домашним арестом. В Москве проходит церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым. На панихиде побывал наш корреспондент Евгений Снегов. Проститься с Алексеем Булдаковым пришли сотни людей. Гражданская панихида сейчас завершается в Большом зале Дома кино. Гроб с телом актера установлен на сцене. Рядом дежурит почетный караул из военнослужащих в парадной форме. Пришедшие на панихиду возлагают цветы у гроба под аккомпанемент песен Булдакова. Со сцены тем временем выступили его коллеги, друзья и знакомые. Все они с теплотой вспоминают Булдакова и гордятся дружбой с ним. Сразу несколько человек упомянули, что даже в часто конфликтной актерской среде никто ни разу не сказал в адрес Булдакова ни одного плохого слова. Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни. Сообщество «Сеть» признано террористической организацией. Оно внесено в единый список ФСБ, соответственно, запрещено на территории нашей страны. Организацию включили в список на основании решения суда. Напомню, в отношении нескольких активистов сообщество расследует уголовное дело. Оно вызвало большой общественный резонанс. Некоторые фигуранты утверждают, что подвергались пыткам со стороны силовиков. Российские школьники, возможно, будут сдавать анонимный психологический тест на наркотики с 13 лет. Как передает Интерфакс, проект соответствующего приказа Минпросвещения вынесен на общественное обсуждение. Тест может проводиться в электронном виде, в том числе дистанционно. Раньше нижняя планка возраста для тестирования не указывалась. Касатка из китовой тюрьмы в Приморье выпустят в дикую природу. Об этом сегодня сообщил глава региона Олег Кожемяка. Мы приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду. Ученые из команды Кусто, российские ученые, определят, когда и какие особи выпускать в естественную среду. Мы создадим там условия, наиболее приближенные к природным условиям. И, безусловно, там должен быть создан реабилитационный центр. Предполагается, что этот центр откроет уже в этом году. Для помощи животным создадут также международный фонд, который будет оплачивать все издержки, связанные с их реабилитацией. Центр организации дорожного движения в Москве призывает автомобилистов по возможности отказаться сегодня от поездок в центр во второй половине дня. Это связано с тем, что в Москве ждут высокопоставленных гостей, в том числе президента Турции. Дорожную обстановку осложнят и ограничения из-за временного закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. В Москве сейчас плюс 9 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 62%. Ночью обещают плюс 5-7 градусов, завтра днем плюс 14-16, местами дождь. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы.
Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. И у меня в гостях журналист, писатель Игорь Савельев. Здравствуйте еще раз. Мы с моим коллегой обсуждаем такие приметные события минувшей недели, как и обычно это бывает в программе «Послесловие». И вот мы потихонечку подобрались еще к одной теме. Тема трамвая, уфимского трамвая. Он стал уже для, наверное, башкирской столицы самым, пожалуй, невезучим видом транспорта. Угу. Пути разбирали, тратя при этом большие суммы из городского бюджета, мы это помним. Укладывали менее шумные, тоже помним. Теперь вот Тимур Мухаметьянов, руководитель башкирского госкомтранса, предложил монорельсовый трамвай, который будет курсировать над головами горожан. Или под землей, осталось вот непонятно вот это его уточнение. И подумалось, вот он, в принципе, когда предлагает вот такие прожекты, он тоже надеется, что со временем тоже уйдет от базара за свои слова, как говорят в определенных кругах, за вот эти эксперименты с трамваем, как в свое время это сошло с рук сегодняшнему депутату Госдумы, бывшему градоначальнику Павлу Юрьевичу Качкаеву, который сегодня в шоколаде. Его же ведь тоже называли уничтожителем трамвайных путей в Уфе. Так вот, какое все-таки продолжение должно быть у такого явления, как башкирский трамвай? Ну, во-первых, вы сказали про то, что это будет монорельс. Я вспомнил, что в Москве монорельс на улице Академика Королева собираются разобрать или уже разобрали. Потому что, может быть, у нас все бывшие московские транспортные решения поедут к нам. Тут у нас с турникетами не получилось, теперь будет монорельс. Вот, а в целом, по-моему, город вообще не готов восстановить даже существовавшую трамвайную сеть и говорить о том, что у нас какой-то... Не готов или нет желания? Не готов, потому что опять скажут, что надо перекрывать проспект Октября и так далее и тому подобное. То есть даже вот это вот то, что как бы было бы можно сделать, оно не делается, потому что это уже слишком сложно восстанавливать. И говорить о том, что у нас какой-то очередной космический трамвай полетит, это, конечно, смешно, потому что, насколько я знаю, никаких экономических обоснований прочих у нас для этого нет. Не, но все-таки какое-то решение, наверное, должно быть все-таки. Трамвай, он локально у нас есть. В северной части где-то там он бегает, в южной части где-то так ходит. А вот то, что разрушил в свое время Павел Юрикович, сообщение между югом и севером города, по сути дела, ведь у нас город кишкообразный. Да. Это... Основная нагрузка на проспекте падала. И вот этот трамвай не надо было, может, сейчас уже сослагательное наклонение не надо было бы, конечно, но уже сделано. То есть получается, что нет перспектив. И монорельс над головами, и... Да никогда не построят никакой монорельс. Во-первых, монорельс — это вчерашний день. Нигде не строят монорельсы. В Москве его собираются демонтировать. Во-вторых, потому что это со всех сторон уже не современное решение. Очень депрессивное. Там очень депрессивно выглядит и в Москве тоже. Это возле жилых домов стоят эти мачты. Оно такое все довольно шумное, мрачное и так далее. Во-вторых, это очень дорого. В-третьих, это нерентабельно. В-четвертых, у Уфы никогда не найдется инвестиция на то, чтобы построить монорельс. Вот теперь мы подошли к той теме, которую мы оборвали в первой половине нашего эфира, когда мы говорим о деньгах. Что денег нет. Денег нет. Деньги есть. Вот взять тот же самый золотой участок дороги Уфа-аэропорт. На моей памяти... По-моему, каждый год новый подрядчик от 150 до 250 миллионов рублей у нас уходит на подготовку этой трассы к летнему использованию, скажем так. Нынче, по-моему, запланировали аж 300 миллионов.
Так вот, хотя, вот помнится, вот последний, когда ремонт был, это в прошлом году, при Хамитове, тогда говорили, что есть такая вещь, как гарантия. Да. Гарантии, и они, если вдруг появится, не дай бог, какая-то выбоина или кочка, тот, кто делал, он в течение 3 лет будет ремонтировать. Там очень странная история, потому что... Вот сегодня 300 миллионов опять закладывают. Там каждый год это происходит, потому что, с одной стороны, говорили о том, что бывший подрядчик, который сделал некачественные работы, он будет это ликвидировать каким-то образом. С другой стороны, в этот же момент там работает новый подрядчик по новым технологиям. И непонятно, каким образом вообще это должно происходить. Либо это какой-то возврат средств в бюджет, но я об этом не слышал, либо не может дорогу, которую строит сегодня один, одновременно ее переделывать другой. И как работает этот экономический механизм, я так и не разобрался. Вот теперь вернемся к парковкам. Так. Строительство парковок во дворах. Нету денег. Мы все признаем, что нету денег на создание парковок, парковочных мест во дворах, около больниц, а в то же время мы щедрого плеча бросаем вот на эту, скажем, несчастную, сказать, трассу Уфа-аэропорт большие-большие сотни миллионов. И привязываем это к нашему сегодняшнему, нынешнему руководителю Госкомтранса Мухамедьянову, который сегодня занимается маниловщиной, вот он собирается монорельсы над головами. Не потому ли он так смел в своих фантазиях, что он сидит на больших мешках с бюджетными деньгами? Не могу сказать, кто распоряжается деньгами, связанными с ремонтом трассы Уфа-аэропорт. Вот, но мне кажется, что фантазия, не фантазия, может быть, проект, связанный с монорельсом, возник только из-за скандала с этими турникетами. Или что там должны были поставить в автобус. То есть в ответ, получив гранату, да? Там какая-то очень странная история произошла с Мухамедьяновым. Кстати, турникеты ведь тоже должны были к нам поступить за 7 миллиардов, бэушные, московские. После того, как это вылилось в какой-то полуполитический скандал с участием Хабирова, буквально в течение нескольких часов, по-моему, возникла история с трамваем, притом не имевшая никаких предпосылок. Разговоры о скоростном трамвае в Уфе закончились тем, что, помните, когда там пытались лес на Блюхер рубить, и когда это все заблокировалось, в общем-то, никаких больше моментов, связанных с трамваем, не возникало. А вот не кажется, что мы живем в разных измерениях? Мы простые люди, уфимцы, которые переживают за свой город, и люди, которые управляют финансовыми этими потоками. Вот я к чему? Вот опять же, Уфа-аэропорт, трасса. Мне приходилось слышать заверения и объяснения людей, что вот у нас перепады температур. Мы живем в такой полосе географической, что зимой, сказать, мороз хватывает, по весне, сказать, асфальт разрывается, но в той же Норвегии, цивилизованной Европе, в Канаде, там такой же климат, но там же ведь дороги не разрываются. И вот я бы поверил объяснением о том, что климатические, сказать, условия не позволяют, и дороги приходят не в конус, если бы это сказал бы какой-то изможденный жизнью ученый или какой-то технический человек, которому хочется верить. Но ведь говорят самодовольные рожи чиновников, которые трескаются от хорошей пищи. Нет, почему я слышал из уст ученого то же самое? Это был Ильшат Теляшев. Эдуард. Да. Теляшев, да. Вот, который занимался битумами и который говорил, в общем-то, все то же самое. Единственное, это, конечно, не объясняет, что происходит с трассой Уфа-аэропорта, почему это не происходит с другими дорогами. Я бы тут немножко с недоверием отнесся к словам Ильшата Теляшева, я к нему с уважением отношусь, но дело в том, что он как раз занимался вот этими разработками битумных присадок и в то же время являлся советником Хамитова. Но его битумные присадки не применялись на трассе Уфа-аэропорт, и, если не ошибаюсь, практически нигде не применялись. Эту историю с региональным ГОСТом так и не успели вести. А может, надо было просто получить деньги под разработку? Мало ли. Не знаю, но вы же знаете, что дело-то кончилось банкротством института. Понятно. То есть, резюме. Писателя Игоря Савельева. Почему у нас ремонтируется ежегодно Уфа-аэропорт,
кусочек трассы за большие миллионы. Почему у нас, у Уфы, нету денег на обустройство парковок? Ну, я бы сказал так, что есть какие-то разные... Как классик воруется? Я не знаю, что происходит в трассе Уфа-аэропорт, но как бы глобально это не очень большие деньги. А когда речь идет глобально о каких-то больших деньгах, на самом деле их, можно сказать, нет. То есть, когда мы слышим об этих проектах, связанных с парковками, связанных с космическими трамваями и так далее, мы должны понимать, что на самом деле у нас очень такой виртуальный бюджет, скорее всего, и просто каких-то... В смысле, как виртуальный? Я имею в виду, что на самом деле тех денег, которые якобы там могут быть пущены под, допустим, под трамвай или под что-то, их там нет. Ну вот в этом году у республики феноменально большой дорожный фонд. Более 20 миллиардов. По-моему, такого еще не было. Вот эти же деньги будут освоены. Ну да. Ну их же осваивают. Я имею в виду... Это не виртуальные деньги. Я понимаю, но это же разные как бы карманы. То есть если мы говорим о каких-то проектах, которые озвучиваются, мы должны понимать, что под 90% этих проектов денег нет и не будет, это просто трескотня. То есть никак нельзя увязать обустройство парковок и остановочных мест для частников автолюбителей с этими 20 миллиардами рублей. Оттуда взять... По-моему, нет. По-моему, это все абсолютно разные статьи бюджета. Или никому не дают подумать на эту тему? Не позволено? Ну, я не знаю. Но как бы понятно, что те, кто занимается финансами, у них такое очень зашоренное мышление, и у них они относятся к этому абсолютно разным каким-то карманам. И я думаю, что, скорее всего, это невозможно в нынешней законодательной правоприменительной системе. То есть мы теперь как данность должны принять, что если вдруг завтра во вторник башкирский парламент примет наконец-то вот решение об административных наказаниях, то я, например, порадуюсь как обыватель за то, что начнут гонять тех хамов, которые заезжают на газоны и на детские площадки, но в то же время я буду внутренне солидарен с теми, кого на эвакуаторах увозят за то, что они припарковались около поликлиники и больниц. Машину стоять негде. Машину стоять негде. То есть, допустим, вот я живу в доме, где все стоят на газоны. Некоторые из них переоборудованы под парковки, некоторые нет. Но просто у нас нет парковочных мест. У нас их в радиусе там квартала нету. И много людей стоят на газонах? Да практически все, но их больше некуда ставить. Так что, Дема, у нас район хамов получается? Почему Дема? Я живу на школе МВД. А на школе МВД, да, я тоже там живу. Ну вот, мы с вами соседи. Ну, собственно... ну да, мы же соседи, кстати. Я забыл об этом. Естественно, ставить там некуда. Если всех начнут штрафовать... Нашему двору повезло, у нас есть место, где можно еще воткнуться, если ты приедешь до 19 часов вечера. Да, ну и представить себе, как город может радикально решить эту проблему, я тоже не могу. То есть, если он начнет ставить многоэтажные какие-то парковки... Везде, была такая идея в начале 90-х, она так была идея, видимо, деньги освоили. Потом вы же знаете, что чем больше парковочных мест, тем больше машин. Есть такое исследование на Западе, кто-то делал. Но то, что у машин больше, это не объяснение. Например, вот тот же самый мэр Уфимский говорил, что у нас в центре Уфы 2500 автомест парковок. Но при этом он не уточнил, что эти места находятся на парковках, которые относятся к разряду коммерческих. Там на час еще можно на 2 оставить машину, но, извините, на ночь это будет... Хотели же платный въезд в центр делать, платные парковки в центре, но что-то все это так заглохло. Понятно. То есть ставим многоточие. Ну, то, что власти не предложили никаких решений, это так оно и есть. Как сказал в Рио главы, дать надо дубину административным комиссиям при муниципалитетах, чтобы можно было наказывать. Но это все равно не решение проблемы. Ну, он довольно часто говорит про те или иные дубины, но, в общем-то... Ну, как бы, скажем, эта дубина не обернулась в палку о 2 концах. Вот.
Я думаю, что если мы говорим о Радии Хабирове как о политике, понятно, что образ жесткого начальника, который дает... Мне его многие решения симпатизируют, кстати, потому что действительно... Они находятся в тренде вот этом. То есть да, я надо не думаю, расшевелить что... наше болото. Да, это же касается и подъездов, это же касается ремонтов подъездов, это касается и дворов, это касается много чего, поэтому... Я думаю, что как бы это просто однонаправленно с его какими-то собственными устремлениями, поэтому он об этом так активно говорит. Я однажды его назвал Александром Матросовым, но при этом добавил, что его на все амбразуры не хватит. Коль мы заговорили теперь о... У нас такая какая-то хорошая логика получается. Коль мы заговорили теперь о Рио главы Республики Башкортостан, вот был такой пост руководителя башкортостанского исполкома «Единой России» Рустама Ахмадинурова 4 апреля, совсем недавно. Он написал так: на городских смартфонах общественной доступности вот такая фишка появилась у нас. Что это? Это вот большая плазма в виде мобильного телефона. Она стоит, насколько я знаю, первая появилась в этом здании, где сам исполком «Единой России». Вот видите, как у меня открываются глаза, потому что я об этом слышу первый раз. Прямо вот так вот и позвонить, и по WhatsApp фотографию послать. Это просто большая плазма телефон. Так вот, он написал, что на городских смартфонах общественной доступности началось предварительное голосование за участников праймериз по выборам главы Республики Башкортостан. Ну и на минувшей неделе Риском, Башкортостанский Риском тоже сообщил о 5 кандидатах. Вот мне подумалось, вот кандидаты от «Единой России», кандидаты от КПРФ, можно ли их отнести к так называемому сообществу лесных братьев? Ну, отталкиваясь от слова «лесник», которое у нас популярно. Я думал, вы про сепаратистское движение в Эстонии. Нет, я их называю просто «лесные братья». Я... В принципе, на эту тему не хочу думать, потому что «Единая Россия» может сколько угодно заниматься своими партийными делами, это должно быть интересно только ее членам. Вот. Когда мы будем говорить о общереспубликанских выборах и кандидатах, тогда мы будем говорить об этом. Но пока, насколько я знаю, у нас ни одного кандидата нет. Кроме Радия Хабирова. Как говорил, ни КПРФ, ни ЛДПР. Максим Горький в своей поэме о Владимире Ильиче: кого можно рядом поставить? Некого. Вот так глыба, вот так человечище. Ну, это у нас каждый раз так. Понятно. Хорошо, замнем для ясности. Так, вот опять продолжая тему политики. Ну, про смартфон-то весело, я об этом ничего не слышал. Я, конечно, не читаю Ахмадинурова, поэтому и мимо, видимо, не проезжал. Зачем нужен гигантский смартфон, я не очень понимаю. Меня зацепило глаз. Ну, глаз журналиста. Вот я как раз говорил, что хорошо бы вот пообсуждать, на все поглядеть глазом журналиста и взглядом писателя. Вот. Так вот, о политике. Вот что-то встрепенулось, Игорь, в душе, когда на минувшей неделе нас всех порадовали созданием нового молодежного движения «Алга-Башкирия». Кстати, вот если первое слово на башкирском, я даже произнес-то его чисто, то надо было, конечно, именовать и Башкортостаном, а не приземленным именем Башкирии. Ну да ладно, оставим это на совести. Так вот, суть. Поясняю. 76 молодежных организаций республики на различных сфер деятельности, представляющих десятки тысяч, это я цитирую из материала, представляющих десятки тысяч молодых людей региона, подписали манифест в поддержку курса в Рио главы региона. Речь о так называемом общественном движении молодежи республики в поддержку Радия Хабирова. Ну, это замысливается, это движение, как некое надпартийное. Вот, и они так объясняют: мы объединяемся для того, чтобы дать надежную социальную опору стремлениям Радия Фаридовича Хабирова. Ну, дело, конечно, доброе, но не возникает ли при этом вот опасения, что в политические игрища вовлекается не совсем зрелая часть общества? Ведь мы такое уже проходили не единожды. Ну, вообще, судя по тому, я не вдавался подробно, судя по тому, что вы зачитали, это выглядит не как политические игрища, а так обычные какие-то вот такие административные телодвижения каких-нибудь правкомов, студклубов. Я думаю, что на самом деле никто ни во что не вовлекается, это просто какая-то обязаловка со стороны вот этих вот организаций. Мне кажется так. То есть это чья-то доброходская идея. Я думаю, что она слишком по-советски выглядит для
политиков из ближнего круга Хабирова. Мне кажется, что это какая-то инициатива на местах, которая выглядит немножко архаично для нашего времени. Неуклюже, коряво. Немножко да. Мне кажется, что, возможно, я не назову это медвежьей услугой, то есть каждый волен делать то, что хочет, но мне кажется, что это такое что-то немножко из времен, как минимум, рахимовских, и кто-то кому-то хотел угодить. Я бы не воспринимал это всерьез. Мне кажется, это как-то административно. То есть какая-то червоточинка в том, что наивную, светлую, чистую, скажем, молодежь пытается затащить под определенные партийные стяги, нет? Вот именно потому, что это выглядит очень административно, мне кажется, что никто как бы никого не затаскивает, просто какие-то вот бюрократические телодвижения совершаются. Ну, у нас есть давно уже существует так называемая молодая гвардия. Это понятно. Да, это ответвление от Единой России, которое прямо на больших снимках в Фейсбуке, они там стоят в ряд, монолитным рядом, таким плечом к плечу. Пойдем к врачу, сдавать мочу. Тоже учился в БГУ, тоже нас ставили в какие-то льды, тоже нам давали какие-то транспаранты кверх ногами. Это все мы проходили миллион раз. Тоже у нас Рахимов выходил на Советскую площадь под музыку из «Звездных войн», как вот недавно какой-то мэр. Да. То есть, в общем-то, это все 500 раз проходили, и поэтому я к этому отношусь совершенно как вот к каким-то неинтересным вещам. Игорь, у меня еще много было тем, но у нас осталось буквально 1,5 минуты. Я бы хотел просто про вишенку на торте. Вишенка на торте. Это второе пришествие в республику уже в качестве руководителя корпорации развития Республики Башкортостан Раиля Сарбаева. Ну, у меня, к примеру, первая реакция была, мягко говоря, удивление, которое остается и поныне. Но, может быть, я отношусь к числу тех, кто по скудоумию недопонимает скрытый смысл кадровых решений таких. Но вот доморощенные наши эксперты уже строят конспирологические версии. Увидели в этом ни много ни мало элемент заигрывания с опальным высокопоставленным прошлым чиновником, а через него с определенной частью коренного населения. Точка зрения Игоря Савельева. Не знаю. Может быть, но мне кажется, про него все давно успешно забыли, поэтому он не такой уж большой процент электората, возможно, мог бы привлечь. Мне кажется, что это больше какие-то личные взаимоотношения, нежели заигрывание с электоратом. А если здесь в этом есть какая-то сермяжная правда, все-таки человек отсюда, каждый бугорок, каждую полянку знает в республике. Может быть, тут как раз тот принцип, где родился, там и сгодился? Я не знаю, чем он занимался последние 10 лет и где он работал. Про него никто ничего не знает, поэтому говорить о том, что он лидер мнений, мне кажется, это преувеличение. Хорошо. Тогда вот на этой новости мы тоже с чего и начали, что у нас у всех вопросы, так и оставим знак вопроса. Возможно, время покажет, для чего было принято такое решение и какую миссию сегодня накладывают на Раиля Сарбаева. На этом мы завершаем свою работу в прямом эфире. Это программа «Послесловие», Азамат Саитов. У меня в гостях был журналист, писатель Игорь Савельев. На этом мы с вами прощаемся. Всех благ. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим